Арманыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай, кайрадан бүгүн улустар жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн биздин конокто, бизде конокто болсо Джеффри Лили деген америкалык бизде бир жазуучу жана азыркы жогорку кеңеште менен кызматташып аткан бир команданын лидери конокто отурат. Бүгүн биздин тема болсо кандайсам муну политика памяти деп коет, мындайча айтканда эстөө саясаты жөнүндө тиешеси бар болмокчу. Мен эмесе бүгүн бирок тилекке каршы биздин коногубуз орусча жакшы сүйлөгөндүктөн көрсөтүүнү мен орусча барганга бүгүн муктажмын. Здравствуйте, господин Джеффри. Спасибо, что вы уделили время и нашли время и пришли к нам в студию поговорить о вашей книге. Давайте начнем тогда разговор. Разговор будет в свободной форме. Будем говорить о вашей книге. Да? Только вчера вы презентовали свою книгу на одном из ивентов. Книга называется «Падали ли горы?». Да? Вы написали книгу о судьбе двух замечательнейших, известнейших личностей Кыргызской республики, Азамат Алтая и Чингиза Айтматова. Давайте начнем тогда почему вы написали эту книгу и как называется ваше произведение? Очень приятно быть с вами сегодня, Сейтек. И вот на ваш первый вопрос, почему я написал эту книгу. Я в Кыргызстане жил 3,5 года с 04 по 07 год, и я познакомился с вашей страной. И, как говорится, я ночевал в юртах, я ходил в горах, и я познакомился с вашим прекрасным народом. И, наверное, из-за этого я начал читать Айтматова. И он пишет о народе, он пишет о природе, и это было мне близко к сердцу, и я начал изучать его жизнь. Я хотел писать про него, но в течение моего исследования я узнал про Азамата Алтая. И тогда я думал, зачем писать про одного человека, когда есть двух, как вы говорили, знаменитых личностей. И очень интересно, как их жизни пересекались во время холодной войны, несмотря на железный занавес и так далее. Вот это первый короткий ответ на ваш вопрос. Почему книга называется на русском «Падали горы. Две жизни, потери, искупления во время холодной войны». Первая часть «Падали ли горы» это была тетя Чингиз Турукуловича Айтматова Карагыз. Во время 30-х годов она жила в Шекере в Таласской области. И было один случай, они были сельские люди, когда, я не знаю, когда животное отказалось от ребенка, от своего ягнята. Не хотел кормить ее. И это было очень страшно ей, как мать, видеть, как этот мать животное не хочет дать молоко своему ребенку. И она, Карагиз умолилась Богу, небо, зачем это происходит, падали ли горы? Это как метафора? Да, метафора. Что-то что-то не так в мире. И эта метафора, вы знаете, в 30-е годы был чистки в Кыргызстане, отец Айтматов сам исчез. И вот именно это две жизни, потери, искупления, это две жизни, это жизнь Азамат Алтай, который вынужден отстраниться от своей родины 55 лет. 55 лет, мне 54 года сейчас. Как мы можем представить себе? Он был провозглашен враг народа, предатель, да? И он, у него жизнь нелегкая, но в конце концов это было его потеря, он потерял свою родину. Но через 55 лет его приняли как гость. После развала Союза было уже другое понятие.
И во время монастыря его приветствовали, пригласили. Даже Чингис Айтматов был здесь. И это было его искупление. И у Айтматова это известная его история, что он потерял отца, когда ему было 9 лет. Он стал отцом, он стал, как сказать, хозяином семьи 9 лет во время войны. Это, конечно, потеря отца, это действительно потеря. Но через 53 лет он нашел своего отца в Атабейт. Он нашел останки, да? Да, останки, да. Своего отца. И уже стал писателем. И он стал, можно сказать, голос народа. И он мог бы выразить эти глубокие открытия во время перестройки и уже независимость Кыргызстана. Вы еще вчера произнесли очень такое, вы произнесли такую фразу, да? В своей речи вы сказали, что вы не раб, вы посредством, вы написали эту книгу, и вы не работали над этой книгой, вы больше, мне показалось, что вы больше трудились, да, потому что слово «работа» это как бы созвучно со словом «раб», да? Да. Поэтому вы находили свой новый мир, сказать. Да. В чем заключается вот этот новый мир? Ну, это, наверное, да. И интересно, я до вчерашнего дня, я, наверное, не думал об этом. Корень слова «работать» — это «раб». Но действительно, я не чувствовал, как будто бы я работаю. Я чувствую себя, как будто бы я отдаю себе цели, которые выше. Вы посвящаете как бы свое время, свою работу, и не работу, а как сказать, свой труд, да? Да. Свое усердие, можно сказать. Да. Да, здесь уже для меня писать это уже освобождение. Это способ выразиться. Это очень помогает. Это как терапия. И во время писания, когда вы можете учиться у других, у примера других, вы очень много получаете. И я очень много получал от изучения жизни Алтая и Айтматов, как люди, живущие на этой земле. Они показывают пример устойчивости, усердности, да, усердия, устремления, терпения. Они не сдались. Хотя можно сказать, что компромисс был. Но мы все люди, и в этом смысле я очень много получал. Вы как раз в своей, как бы в абстракте, да, своей книги вы пишете, что вы используете слово trace, да? Tracing two lives. Это как бы вы следуете следовали по жизни вот этих двух замечательнейших наших людей. Значит, вы изучали их, вели ли вы хронологию, да? В их работе, в их деятельности. Что вы нашли в этом? Много. У меня книга 300 страниц, там 17 глав, да? И мы начинаем, первая страница начинается с Азам Алтатаем на фронт во время Великой Отечественной войны, да? И Айтматов в селе, когда он раздавал письмо тем семьям, у которых умер сын, муж, дядя на фронте, да? И тогда потом мы переходим обратно в историю Кыргызстана, 16-летний Уркун.
16-летний год, когда родители Азамат Алтай вынуждены были убежать в Китай, как много киргизов. И, ну, в это время айтматовская семья жила в Шекаре, они были чуть-чуть изолированы от вот этих проблем. Но потом я тряс, я следую их жизнями 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, по хронологии, да? И заканчивается книга с возвращением Алтай на родину, с раскрытием Айтматов места захоронения его отца, посвящение Атабейт и, конечно, смертью обоих людей. А почему я использовал, я напомнил вам это слово, потому что обычно в социальных науках, особенно в экономике, в политологии, часто используют это process tracing, да? Это когда causal mechanism, когда причинно-следственную связь надо выявить. Обычно кто использует исторический подход, чтобы объяснить какой-то политический феномен или социальный, обычно использует вот этот термин. Просто мне было интересно, что вы преследовали, да, когда вы изучали их детально, да, вы когда делали in-depth case, да, как бы. Да. И вы вы можете провести параллели, да, между жизнью Чингиза Айтматова и Азамата Алтая. Да. Есть сходство? Я понимаю ваш вопрос. Да, действительно есть параллель. Есть схожие черты. Да, это можно сказать как бы comparable, да? Да. Я бы сказал, если я перечисляю, это приверженность к свободе. Это приверженность к образованию, самообразованию. Это приверженность к свободе религии. Они оба не были очень-очень сильно верующие люди, но у них был свой личный духовный подход к жизни. И этот подход включал в себе, я думаю, что мировые традиции религии. Азамат Алтай был мусульманом, он придерживал обычаи, но не строго, он уважал. Он женился на мусульманке, он похоронен как мусульман. Все-таки он был человек, который первый переводил Библию на киргизский язык. Интересно, да? Интересно. Я даже разговаривал с этим человеком, который заказал эту работу от Алтая. Но все рассказывается в книге. И Айтматов, мы знаем, он человек мира. Он много путешествовал, он много читал. Он встречался с разными людьми. У него есть цитаты армянского монаха Наракаци в начале и до века длится день. Он знает христианство. Он знает мировые религии, и он признает их, и он, как сказать, в этом смысле, да, значит, приверженность к образованию, свобода слова, свободе религии, самообразование, они каждому, они читали, у них обе были библиотеки, тысячи книг. Это были люди, которые, у них не было, можно сказать, самое лучшее образование в мире, но у них в голове было любопытство. Айтматов, конечно, учился в Москве, но в детстве, как вчера мы узнали, он только закончил 6-7 классов до войны. Значит, им приходилось сам учиться. Вот так. Саморазвитием. Да.
Вот действительно, вы сейчас сказали вот 3 ключевых слова, да? В чем было сходство между ними? Вы сказали, что они оба стремились к свободе выбора религии, к свободе и к самообразованию, да? Вы сами знаете, в советское время, когда в период железного занавеса, в период холодной войны была такая жесткая цензура, да? Цензура касалась вот этих тем, связанных с идентичностью, если эта тема касалась политики, да? Это свободы. Но тем не менее вы говорите, что у них вот это, особенно у Чингиза Айтматова, да, если, потому что Азамат Алтай-то он находился за рубежом, ему было это дозволено, да, а Чингизу Айтматову это не позволяли. Ну, как вы думаете, как он тогда умудрялся или как ему удалось вот этот реализовать или показать в их произведениях? Ну, это очень хороший вопрос, и в каком-то смысле я говорю, пишу об этом в книге. Он, известные диссиденты советские, Солженицын, Бродский и так далее, они уехали. Чингиз Айтматов остался. Но внутри себя у него было стремление к свободе. Но ему надо было очень умно работать, существовать. И вот именно я стараюсь понимать, как он это сделал. Я думаю, что он понял, что Советский Союз 15 независимых республик, 15 разных культур, есть разные религиозные истории именно в этих республиках. Он мог бы съездить в Ереван, Армении, и разговаривать с самой древней страной по христианству в мире, да? Он мог бы съездить там в Дальний Восток России, разговаривать с эвенками, да? Как они живут. Он мог бы с православными метрополитеном. У него был доступ к этим людьми внутри Союза. Я думаю, что он читал, он знал историю, он умел спрашивать людей, чтобы это было, как сказать, не обидно и дозволено. И он хорошо работал, когда занавес был. И мы видим, когда разрушился этот занавес, он вел разговор с Дайсуке Икеда с Японией. Целая книга. Это буддист, японский буддист. Он возглавляет ордер Сокагакай. Да. И Сейщу, да, у них школа. Да, и есть книга. Вот так они по-философски обменяются мнениями. Значит, это в советское время, да? Это было нет, это было в 90-е годы. В 90-е годы. И, значит, видно, Айтматов знает про буддизм. Он шутил один раз, я сам, наверное, буддист, когда-нибудь был. Да. Значит, он был комфортно с этими людьми из религии, потому что религия в каком-то смысле философия жизни, да? Это не только буддист, с разными лидерами религии он мог бы вести разговор. Да, очень интересно. Вы сейчас заговорили также о религии, да, о том, что этот Чингиз Айтматов, он как-то, в шутку произносил, что он даже может быть и буддист. Там, в Японии тоже поговаривает, что на самом деле это японский буддизм, это либерализм среди религий. А либерализм на Западе это буддизм среди политических школ, да, течений. Это использует метафору, что просто у каждого просто названия разные, но подход к жизни, подход вообще философия подхода к жизни, да, к окружающей среде, к бытию, это
очень такое без формы, да, это вы сами знаете, что в буддизме нету догма, что не может быть, да, ничего вечного в этой жизни, ничего нету. Да, вообще, мне кажется, вы сейчас больше знаете об этих двух замечательнейших людях, да, чем мы сами, вот, граждане Кыргызской республики. Что вы теперь можете сказать о жизни Азамата Алтая в то же время? Он, конечно, он жил в свободной среде. Да. Вообще его все равно, как бы, его тоска по родине, его ностальгия, да, он как он все это переборол, его эмоциональные переживания, как вы думаете? Ну, это, конечно, тяжелый путь. Он 3 раза попал в плен, 3 раза убежал. Это по его мемуар. Его мемуар есть на киргизском. Это издался в 2010 году на киргизском языке. Это доступно по интернету. Хотя я могу сказать, что он тосковал сильно. И мы знаем, потому что он искал любую возможность встретиться с его земляками в Америке. И как он нашел их, как он сам устроился на работу, где ему был доступ к информации о Кыргызстане, о Киргизии. Он работал в библиотеке, общественной библиотеке города Нью-Йорка и потом в Колумбийском университете. И каждый день у него был доступ к информации о том, что происходит в Советской Киргизии. Конечно, он волновался очень сильно о отце. Он думал, что он предал отцу. И, конечно, как мы знаем, не присутствовать на похороне отца. Сколько внутреннего стыда. Но он переносил вот этот, и он старался что-то сделать с этим. И он приветствовал киргизов в Америке. Даже говорили, что любой киргиз, либо студент, либо Министерство иностранных дел, ему необходимо было съездить к Азамату Алтаю дому в Нью-Йорке. Потому что он хотел, чтобы киргизы понимали Америку. Он хотел, чтобы киргизы достойно вели себя в Америку. Он дал деньги, давал свои деньги. Ну, $200. Студента и так далее, для студента и так далее. Он очень гордился своим народом. И он не хотел дать никому причину сказать, что киргизы не такие, как мы. И вот, и мы видим, он работал в радио Азатик, он хотел передать слово обратно на родину, слово с другой стороны занавеса и так далее. Да. А вы когда вот писали, вы делали вот полевые, да, исследования? Вы встречались с родственниками Азамата Алтая и Чингиза Айтматова? А вам приходилось с ними встречаться где-то напрямую с ними тоже разговаривать? Да. Я имел возможность, я очень благодарен поговорить с женой Чингиз Турукулович, его сын Элдар. Они помогли много. Роза Турукуловна, Илгиз Турукулович.
И в стороне Азамата Алтая я поговорил с его племянницей, которая живет в его доме сейчас в Нью-Йорке, Гулнара, с его племянником Тойчубек Тургамбаев. Они очень много давали мне информацию про его жизнь. Но я тоже работал в архиве, потому что мне надо было восстановить вот эту историю давних лет, в котором они жили. И мне повезло, потому что в Америке есть очень хорошие архивы в разных библиотеках. Есть архив Радио Азатика, есть архив Азамат Алтай даже в Колумбийском университете. Хороший источник информации был, да. Выше вы сказали, что вот этих двух личностей связывает вот эти три качества, да, что их стремление к свободе выбора религии и к самообразованию. Ну, действительно, если взять вот Чингиза Айтматова, он, можно признать, действительно, мы признаем, что он был действительно такой девиантный кейс, да? Он был необычный, потому что он даже для кыргызского общества, по тем даже в то время, когда его произведения вышли в свет, в частности, вот если взять вот Джамиля, да? Это вот взять контент его произведения, он особо не подходит, не подпадает под норму кыргызских традиций, да, вот женщина, там как раз поднимается гендерное равенство, это борьба за счастье, да, вот женщина, как бы будучи замужем, борется за свою любовь и бросает семью, уходит. И мужа, да, и уходит. После этого он подвергся очень такой строгой критике. Точно. Но тем не менее он писал такие произведения. И как вы думаете, почему все-таки Советский Союз давал ему возможность писать вот такие девиантные произведения, необычные, да, нестандартные. В то же время он поднимает в скрытом виде еще тему идентичности, этнической идентичности, потому что вот в «Белом пароходе» он поднимает вопрос, что историческая прародина кыргызов, этнических кыргызов, это Западная Монголия, Енисей, вот этот Алтай, да, Сибирь. Что такое вообще в советское время не разрешали писать об этом. Но как вы думаете, все-таки почему разрешили ему писать на такие темы? Это очень хороший вопрос, и именно вот такие вопросы затрагивали меня. Как этот человек мог бы это сделать? И я думаю, что у меня есть объяснение. Я думаю, что есть разные объяснения для разных периодов его жизни. Конечно, Джамиля, это было во время установления советской силы после войны. И гендер равенства и так далее, это было советское свойство, ну, как говорится, value, да? Ценности. Хотя, может быть, это вопреки народным, да? Да. Ну,